Но ты человек довольно осведомленный, много кого знаешь, и давно около политики, журналист очень давно, и медиа-менеджер. Как ты думаешь, вот все-таки удастся выйти вот в нынешних новых обстоятельствах, добиться от организатора, ну, от людей, которые это зверское преступление исполнили, кто им все-таки заказал? Нет. Уверен. Да, потому что я знаю, что сдадут не... Это сдать систему, в том-то и дело. Я бы не сказал, что на низовом уровне и даже на среднем уровне система изменилась. Нет. За все эти годы нет. Пока что видны только внешние симпатичные ребята, которые ездят на патрульных машинах, да. Но это далеко не глубинное изменение, которое должно произойти. Это я сейчас не говорю конкретно о реформе в МВД, имея в виду, что ее так быстро можно сделать. Нет. Но следует признать, что до реформы еще очень далеко, и что туда еще идти. И основной костяк остался именно таким, как Катя сейчас произнесла, мусора. Это даже не менты, это именно мусора. Старые, советские, и потом уже новоукраинские, но это все еще мусора. Там, где ты должен ходить и, встречая на улице человека в погонах, не чувствовать защиту, а испугаться. Так же, как ты встретишь человека с ломиком на улице, в подворотне. Да? Примерно такое ощущение у меня много лет было от того, кто в погонах шел ко мне навстречу. Последние пару лет была надежда, что это изменится, когда появились вот эти красивые молодые. Но судя по тому, что произошло с Катей и еще с 40 до нее, и с коллегами, с нашими журналистами, много чего такого же происходило. Надежды нет пока что.